В Алматы сегодня завершился самый громкий судебный процесс последнего времени. Террориста Руслана Куликбаева приговорили к высшей мере наказания. Преступник выслушал приговор с ухмылкой. Его приводить в исполнение пока не будут, так как в стране действует мораторий на смертную казнь. Куликбаева отправят в ту же колонию, где отбывает пожизненный срок за убийство своих сослуживцев Владислав Челах. Прокуроры не исключают, что жизнь нового заключенного может закончиться расстрелом. За делом алматинского стрелка все это время следил наш корреспондент Виталий Мантров. Когда при оглашении приговора все в зале суда встали, как это положено, с места не поднялся только Руслан Куликбаев. Он озирался по сторонам, зевал, словно его все происходящее вообще не касается. В эти секунды решалась судьба 27-летнего мужчины в спортивном костюме. По статье 58 Уголовного кодекса, части 4, Куликбаев приговаривается к смертной казни с конфискацией имущества. Куликбаев, узнав, что его ждет смертная казнь, только ухмыльнулся. Повеселило его и напоминание судьи о праве обжаловать приговор в течение 15 дней. А родственники его жертв не могли сдержать слез. Они требовали, чтобы безжалостного убийцу лишили жизни. И вот добились своего. Не уважает даже люди, даже не уважает судью, даже не уважает, который вот пострадавший. Он же не люди, он уже не человек, он уже. Я думаю так, потому что у него надо стрелять его. Такой люди нам в обществе не надо вообще. В дальнейшем я надеюсь, что такое не повторится в нашей стране. Мы пережили такое и надеемся, что такого больше не будет. Для этого надо предпринять меры со стороны государства. И правильно, что ему дали смертную казнь. К высшей мере наказания в Казахстане последний раз приговаривали преступников 10 лет назад, но их не убивали. Это запрещено с 2003 года. Прокуроры, которые потребовали для Руслана Куликбаева смертную казнь, говорят, данное ограничение можно обойти. На сегодняшний день объявлено на исполнение приговора, на исполнение смертной казни мораторий. И в связи с этим она не будет на сегодняшний день исполнена в связи с тем, что объявлено мораторий. И мораторий на сегодняшний день является бессрочным, хотя может быть отменен в любой момент. Чтобы заслужить смертную казнь, Руслану Куликбаеву понадобилось 24 минуты. За это время он успел убить 5 и ранить 7, из которых 4 позже скончались в больнице. Все так или иначе были связаны с силовыми структурами. Террорист свою вину признал и заявил, что устроил расправу из ненависти, руководствуясь какими-то религиозными причинами. Точно так же он объяснил и убийство проститутки в ночь перед кровавой бойней. Причастность к другим преступлениям с 5 сообщниками, которые оказались на одной скамье подсудимых с Куликбаевым, он отрицает. Суд приговорил их к разным срокам заключения. Судя по всему, адвокат Куликбаева не будет требовать изменить приговор для своего подзащитного, так как он в своем последнем слове заявил, что готов понести любое наказание и будет ждать суда Аллаха. Поскольку в Казахстане действует мораторий на исполнение смертной казни, Руслан Куликбаев будет всю жизнь сидеть в тюрьме. Но если мораторий все-таки отменят, через год после этого террориста расстреляют. Виталий Мантров, Мурат Шинасилов, КТК, Алматы.